بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, и благой исход дел лишь только для богобоязненных. Мир и молитвы Его рабу и посланнику, самому чистому созданию из числа Его творений, Его пророку Мухаммаду бни Абдилля. Да благословит Его Аллах и приветствует Его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними по этому прямому пути вплоть до судного дня. Я благодарю Всевышнего Аллаха, то, что Он облагодетельствовал нас тем, что дал возможность присутствовать на этой встрече с нашими дорогими братьями по вере и благородными сынами с целью наставления, увещевания, взаимопомощи в благочестии и богобоязненности и разъяснения преимущества и важности требования шариатского знания и того, что связано с этим из числа великих благ и общих польз для того, кого Аллах удостоил этого знания и направил на его приобретение. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал благословенной нашу встречу и привел в порядок наши сердца и дела, укрепил нас на Его религии, помог религии и возвысил Слово Свое, и наставил наших правителей к тому, что приносит пользу для рабов Аллаха и для страны, а также привел в порядок дела всех мусульман, опекал и покровительствовал им. Поистине Аллах наилучший покровитель. Мои дорогие братья, в соответствии с поступившим предложением от Исламского университета, тема сегодняшней лекции является важность требования знания, ибо положение знания очень великое, и необходимость в нем во все времена указывает на это. Употребляемый неограниченный иным текстом термин «ильм» — «знание» среди всех мусульман имеет значение знание шариата, то есть знание того, что сказал Аллах и Его посланник, знание, посредством которого узнаются права Аллаха и права Его рабов. Это знание, которое приводит его обладателя, который жил в соответствии с ним, к обители счастья и благосклонности Всевышнего. Это знание, посредством которого людям указывается путь ко всем благам. Это знание того, что Аллах вменил им в обязанность, и знание того, что Он запретил. Посредством этого знания распознаются причины счастья, к которым обращаются верующие мужчины и женщины в своей жизни, и отстраняются от всех причин, ведущих к погибели. Аллах множество раз указал на преимущество знаний и его обладателей в своей книге и через уста его посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. Из этих указаний слова Всевышнего Аллаха: Аллах засвидетельствовал, что нет божества достойного для поклонения, кроме Него, а также Его ангелы и обладающие знанием, поддерживая справедливость. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Известил Всевышний о том, что Он свидетельствует, что нет божества, кроме Него, и Он является наилучшим и наисправедливейшим свидетелем. Нет достойного для поклонения, кроме Аллаха. Он засвидетельствовал это сам о себе. Он является наивеличайшим свидетелем. Как сказал Всевышний: «Так знай, что нет божества, кроме Аллаха». А также сказал: «И ваш Бог, Бог единый, нет божества, кроме Него. Он милостивый и милосердный». Так же, как сказал Всевышний: «Поистине ваш Бог, Бог единый, нет божества, кроме Него. Он объял своим знанием каждую вещь». Также сказал Всевышний: «И было им повелено поклоняться лишь только единому Аллаху, будучи искренними единобожниками». Он Аллах. Один, единый, лишь только Он достоин поклонения. Ему принадлежат прекрасные имена и наивысшие качества. Он совершенен в своих именах, качествах, сущности, делах. Нет Ему подобного, нет Ему сотоварища, нет примера Ему, и Он не подобен своим творениям.
Аллах засвидетельствовал сам о себе, что Он единый Бог, который достоин поклонения. Как сказал Всевышний, это потому, что Аллах является истиной, а то, к чему они взывают помимо Него, является ложью. Также сказал Всевышний, «И заповедал вам ваш Господь поклоняться только Ему». Также сказал Всевышний, «Тебе мы поклоняемся, и у Тебя мы просим о помощи». То есть лишь только Тебе единому мы поклоняемся, и лишь только у Тебя мы просим о помощи. Поклонение является лишь только правом Аллаха. Оно не принадлежит ангелам, пророкам, идолам, деревьям, камням, джиннам и всему прочему. Они не являются соучастниками Аллаха в поклонении. Это лишь только право Аллаха. Потом Аллах привел в качестве свидетелей Его ангелов. Это Его благородные рабы, которые непременно выполняют то, что им было велено. Аллах знает их будущее и их прошлое. Никто из них не станет заступаться перед Ним без Его дозволения, и они от страха перед Ним смиренные. Они свидетельствуют мир им, что Аллах является единым истинным божеством, достойным поклонения. После чего Всевышний привел в качестве свидетелей, обладающих знанием, которые знают Аллаха и Его религию, из них пророки и посланники, люди и джинны, мужчины и женщины. Они истинно свидетельствуют о Его единстве, и что только Он достоин поклонения, хвала Ему Всевышнему. И это великий почет для ангелов и тех, кто обладает знанием. Они свидетельствуют, что их Создатель и Творец является единым божеством, и нет достойного для поклонения поистине, кроме Него. Обладающие знанием — это выражение, которое обобщает пророков, посланников, ангелов, а также ученых, которые являются наследниками пророков из числа людей и джиннов, мужчин и женщин. Все они свидетельствуют, что нет божества, кроме Него, и достаточно почета для ученых в том, что они являются свидетелями единства Всевышнего Аллаха. Так же, как сказал Всевышний Аллах в другом аяте, «Аллах поднимает степень того из вас, кто уверовал и кому даровано знание». Также сказал, «О вы, которые уверовали, если вам было сказано, потеснитесь в ваших собраниях, так потеснитесь. Поистине Аллах одарит вас просторным местом. Когда же вам велят подняться, так поднимайтесь. Аллах поднимает степень того из вас, кто уверовал и кому даровано знание». Иман — это описание общее. Знание же — это описание определенное, которым описаны верующие из числа пророков и других рабов Аллаха. Это является великим почетом для обладателей знания, то, что Всевышний поднимает их степень. Эта степень возрастает по двум причинам. Первая — это обладание верой. Вторая — это обладание шариатским знанием. Также говорит Всевышний, указывая на высокую степень ученых, «Скажи, разве сравнятся между собой те, которые знают, и те, которые не знают, и понимают лишь только обладающие разумом? Не сравнятся между собой те и эти, обладатели знания об Аллахе, о Его посланнике, из числа мужчин и женщин, арабов и неарабов, и те, которые этим знанием не обладают. Большая разница. И поэтому Аллах сказал, и поистине вспоминают лишь только обладающие разумом, вспоминают эти смыслы, понимают их значение и сущность только разумные люди. Это обладатели здравого разума, которые наделены истинным правильным знанием. Аятов, указывающих на преимущество ученых и требующих знания, большое множество. И в связи с этим, как пришло от Муавии, да будет доволен Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тому, кому Аллах хочет блага, Он дает ему понимание религии». Это великое преимущество знающих и требующих знания. Посланник Аллаха разъясняет это, что то, кому Аллах желает блага как в этой жизни, так и в будущей, Он дарует ему понимание религии.
то есть дает убежденность, знание, проницательность. И это включает в себя как мужчины, так и женщины, молодые люди и девушки, арабы и не арабы, джинны и люди. То есть всем, кому Аллах желает счастья, из мужчин и женщин, арабов, не арабов, людей, джиннов, Он дарует им знание того, что приказал им Аллах и Его посланник, знание того, что запретил им Аллах и Его посланник, знание того, что только Аллах достоин поклонения, знание Его совершенных имен и качеств, знание того, что им необходимо выполнять относительно их братьев и сестер, и какие обязанности у них перед остальными рабами Аллаха. Тому, кому Аллах хочет блага, дает понимание религии. Делает человека знающим права Аллаха и права Его рабов, знающим права созданий Аллаха, даже из числа животных. Аллах Всевышний создал людей для поклонения. Как сказал Всевышний, «И поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Также сказал Всевышний, «О вы люди, поклоняйтесь вашему Господу». И невозможно понять и осознать это поклонение, кроме как посредством приобретения знания. Тому, кому Аллах хочет блага, дает понимание религии. Нет для тебя другого пути, верующий и верующие, который приведет тебя к пониманию, поклонения, ради которого вы были созданы, кроме как посредством изучения религии. И в связи с этим становится видна необходимость приобретения шариатского знания, ибо человек истинно осознает поклонение, ради которого он был создан, только через изучение религии Аллаха. И если тому, кому Аллах желает блага, Он дает понимание религии, то значит тому, кому это знание не даровано, и он пребывает в темном невежестве, Аллах не желает блага. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Этот хадис является указанием и сильным побуждением на приобретение знаний из книги Всевышнего Аллаха и чистой сунны посланника Аллаха, мир ему и благословение. والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعين على ذلك. И нет сомнения в том, что в этом деле человек нуждается в терпении, выдержке. Знание не приобретается одним разом, но необходимо проявлять настойчивость, терпение, озабоченность требованием знаний, повторение наук, изучение, повторение знания с твоим приятелем и обращение с вопросами к обладателям знания. В связи с этим Аллах узаконил для нас наставление друг друга в истине, взаимопомощь в благочестии и богобоязненности и проявление терпения в требовании знания и во всей религии. Как сказал Всевышний, «Клянусь временем, поистине человек находится в убытке, кроме тех, которые уверовали, творили благие дела, призывали к истине и призывали к терпению». Так же, как сказал Всевышний, «Терпи, ибо терпение твое лишь только ради Аллаха. Терпи ради твоего Господа, поистине ты перед нашими глазами. Терпи, так же, как терпели обладатели твердости из числа посланников. Терпите, поистине Аллах с терпеливыми», сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение. Тот, кто будет терпеть, Аллах сделает его терпеливым. Поистине, не было дано более лучшего дара человеку, чем терпение. Также для верующего и верующей, которые требуют шариатское знание с терпением, изучают, повторяют, обращаются с вопросами к обладателям знания, необходимо подчиняться Аллаху и опасаться грехов. Потому что одной из основных причин приобретения знания является стойкость и постоянство в подчинении Аллаху и опасение грехов. Как сказал Всевышний, «А те, которые старались идти прямым путем, Аллах прибавит им прямоты и дарует им богобоязненность». Аллах увеличивает праведность тому,
кто следует прямому пути. И поэтому требующему знания, будь он мужчиной или женщиной, необходимо проявлять терпение и воспитывать свою душу, чтобы он стал стойким в подчинении Аллаху и Его посланнику. Также, одна из важнейших причин приобретения знаний после проявления усердий и спрашивания наставления у Всевышнего Аллаха, а это практика этих знаний. Неотъемлемое следование тому, на что указывает это знание, оставление грехов и выполнение приказов Аллаха, придерживаться благого молчания и постоянное совершение добра. Поэтому говорили наши праведные предшественники, да будет доволен ими Всевышний Аллах, тот, кто жил в соответствии с тем, что знал, то Аллах ему даст то знание, которым он не обладал. И на это указывает смысл слов Всевышнего Аллаха. А те, которые старались идти прямым путем, Аллах прибавит им прямоты и дарует им богобоязненность. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Сказал имам Шафии, да помилует его Аллах: я пожаловался своему учителю на плохую память, а он мне указал на оставление грехов и сказал, что знание — это свет Аллаха, а свет Аллаха не дается грешнику. Также приводится от имама Малика, да помилует его Аллах, что однажды он обратился к Шафии, когда увидел его сильное стремление к знанию, его высокую степень понимания и эрудиции. Он сказал ему: «Видно, Всевышний дарует тебе из своего света, так опасайся потушить его своими грехами». И это завещание всем, кто требует знаний, из числа мужчин и женщин. Необходимо приобретать знания серьезностью, высоким стремлением, брать все вспомогательные причины к этому, а это изучать наизусть матны, пособия краткого содержания, повторение, сохранение времени, обращаться с вопросами, в чем есть трудность, повторение прошедшего материала вместе со своими друзьями, обращение к ученым в момент трудности и непонимания. Как сказал Всевышний: «Спросите обладателей знания, если вы не знаете». А также из великих преимуществ требования знаний, как на это указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто выйдет в поисках знания, то Аллах облегчит ему путь в рай. Хадис приведен в сборнике имам Муслим. Этот хадис обобщает пути приобретения знания, как материальные, так и моральные. كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤاله. Моральные средства, их очень много, такие как повторение, учеба, обращение к Аллаху с мольбами, изучение пособий, аятов, хадисов. Также материальные пути, такие как поездка с целью приобретения знаний, хождение из одного кружка знаний к другому, из мечети в мечеть, посещение ученых и обращение к ним с вопросами, повторение знаний вместе с товарищами. Все эти пути ведут к приобретению знаний. Так наши праведные предшественники уезжали с целью приобретения знаний и преодолевали огромные расстояния. С запада на восток, с востока на запад, с земли Хиджаза во все концы земли и из всех краев земли в Мекку и Медину. Все это ради приобретения знаний. Они переносили тяготы этого пути более чем устают люди в наши дни. Многие из них проходили пешком огромные расстояния, даже если двигались на верблюдах. Все это требовало великих усердий и сил. На сегодняшний же день это положение стало намного легким. Путешествовать по миру с целью приобретения знаний и других нужд.
Необходимо требующему шариатское знание, толебуль ильм, стремиться и предпринимать все внешние и внутренние причины для приобретения этого знания. И на это указывает этот хадис. Тот, кто выйдет в путь в поисках знания, тому Аллах облегчит путь в рай. ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة ولا يكتفي بمجرد. И недостаточно того, чтобы учиться или числиться в одном из учебных заведений, находясь на каком-либо факультете. Но необходимо дополнительно проявлять сильную озабоченность шариатским знанием посредством повторения, чтения полезных правильных книг, обращения к ученым с вопросами, чтобы извлечь пользу и отдалить от себя трудности. И наш великий пример в наших праведных предшественниках. Пророк Аллаха, его посланник Муса, мир ему, вышел в столь долгий путь в страны Шама, к слиянию двух морей, с целью встретить Хидра и приобрести от него полезные знания, несмотря на то, что являлся посланником Аллаха, непосредственно разговаривающим с ним. Также, одна из величайших причин сохранности – это приобретение шариатских знаний и понимание религии. И оно является единственным средством к познанию того, что приказал Аллах, и то, что запретил, то, что ведет к довольству Аллаха, и то, что отдаляет от его гнева. Нет другого средства, кроме знания. А знание — это то, что сказал Аллах, и то, что сказал его посланник. Как сказал Всевышний в своей книге, верующие мужчины и верующие женщины являются друзьями друг другу, призывают друг друга к одобряемому и запрещают порицаемое, совершают молитву и выплачивают закят, и подчиняются Аллаху и его посланнику. И помилует их Всевышний Аллах. Поистине Аллах могущественный, мудрый. Эти великие качества приобретаются по милости Аллаха лишь по причине знания. По причине знаний осуществляется полноценность имана. Конечно же, после наставления великого Всевышнего Аллаха к этому. Посредством этого познаются права брата и сестры в исламе. Как Аллах разъяснил в этом аяте, верующие являются друзьями друг другу. Эта дружба, опять же, познается через знание, в избежание причинения вреда своему брату или сестре в исламе, посредством хулы, клеветы, сквернословия, предательства, обмана и других дел, которые противоположны дружбе, а также знание, как призывать к одобряемому, как удерживать от порицаемого, знание, как совершать молитву, как выплачивать закят тем образом, как приказал Всевышний Аллах, как подчиняться Аллаху и Его посланнику. И после чего все это Аллах связал со своей милостью, сказав: «И помилует их Всевышний Аллах». По причине всех этих великих благородных качеств, которые осуществляются по милости Аллаха и посредством полезных знаний, приобретается милость Аллаха и Его рай. И не надлежит требующему знания, толебуль ильм, удовлетворяться лишь только учебной программой, которая установлена в его учебном заведении. Но необходимо, чтобы он обладал высокой целеустремленностью в приобретении ильма, приобретал его разными путями и средствами в дополнение к своей учебной программе. Необходимо стремиться к увеличению знаний и устранению невежества, повторению знаний, с благочестивыми приятелями, чтение полезных книг с целью устранения трудностей и поиск доказательства и отдаления сомнений, ответ противоречащим, с целью, чтобы эти познания в той или иной области стали достаточными и обладать твердым знанием во всем этом.
Я прошу Всевышнего Аллаха наставить меня и вас на приобретение полезных знаний и совершение праведных дел, очистить наши сердца и наши дела, наставить нас всех на прямой путь и помочь нам в борьбе против зла наших душ и зла наших дел, наставить всех мусульман и руководителей мусульман ко всем благам и счастью в обоих мирах, а также наставить наших руководителей ко всем благам и воздать им за их старания в благих делах лучшей наградой в виде благосостояния мусульман и благосостояния всей страны и ее жителей. Поистине Аллах щедрый великий, и да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семейство, и его сподвижников, и всех тех, кто последовал за ними. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Да вознаградит вас Всевышний Аллах лучшей наградой, наш благопочтенный шейх. У нас имеется множество вопросов, на которые шейх ответит в зависимости от его свободного времени. Вопрос первый. В наши дни требования светских бытовых знаний вытеснило требования шариатских знаний, и многие мужчины и женщины стали невежественными относительно большинства вопросов их поклонения и отношений между друг другом. Так многие не находят времени для изучения своей религии. Объясните, каков обязательный уровень наличия шариатских знаний, и является ли человек грешником, если оставляет изучение религии? فما هو الحد الواجب تعلمه من الدين وهل يأثم من ترك التفقه في الدين؟ يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей». Обязательный уровень знаний — это те знания, которые дают тебе понимание того, что приказал тебе Аллах, и то, что запретил. Это является обязательным знанием. А также необходимо изучать из религии то, в чем нельзя быть невежественным. Также надлежит и женщине изучать из религии то, что необходимо знать, а это знание таухида, единобожия, и то, что противоречит ему, знание имен и качеств Всевышнего Аллаха, и то, что соответствует Его величию, также знание прав Аллаха на Его рабов из различных видов поклонения Ему, и знание того, что Он запретил из числа грехов, чтобы посредством этого поклоняться Аллаху на знании. А что касается помимо этого, как изучение различных полезных наук, изучение желательных действий и нежелательных, то это является великим преимуществом, но не является обязанностью. Является преимуществом. Как сказали ученые, фарз кифая, достаточная обязанность. Да, необходимо, чтобы были ученые, знающие эти науки. Но обязанностью является знание того, в чем не разрешается быть невежественным. Обязательно знать для человека, для чего он был создан, и то, чем обязал его Всевышний Аллах, из подчинения Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует. Знать то, что Аллах запретил ему, и если он узнал все это, то выполнил свою обязанность, и дальнейшее изучение религии для него становится желательным. И дополнительное расширение религиозных знаний в этом случае для него является из раздела благих желательных дел. И, конечно же, тогда, когда Аллах дарует своему рабу свободное время, то для него наиболее важнее занять его требованием полезных знаний, для того, чтобы помочь себе и людям. فذلك أفضل وأولى حتى ينفع الناس وينفع نفسه. نعم. Следующий вопрос. Насколько правильно изречение говорящего «я требую знания ради знания»? Являются ли эти слова противоречащими искренности в приобретении знаний? Под этими словами в большинстве случаев подразумевается то, что человек приобретает знания по причине его столь высокого превосходства, но не с целью показухи и похвалы людей. Это имеется в виду в большинстве случаев. То есть, то, что он требует знания ради Всевышнего Аллаха, изучает то, что приказал Всевышний Аллах, и то, что запретил, и не требует их ради выгод ближайшей жизни.
Ну а если же, конечно, он изучает религию с той целью, чтобы про него сказали, что он ученый, а не для того, чтобы посредством этого знания подчиняться Всевышнему Аллаху и его посланнику, то он является показушником, потерпевшим убыток. Но что касается мусульманина, я не думаю, что он может говорить с таким смыслом. И в большинстве случаев эти слова имеют хороший смысл. То, что он учится по причине превосходства знаний, и по той причине, какая награда полагается ему за это знание. А тот, кто изучает эту религию ради похвалы людей или выгод ближайшей жизни, то, безусловно, это показуха, и он потерпевший убыток. Является ли достоверным хадис: тот, кто вышел в путь, желая приобрести знания, то он на пути Аллаха до тех пор, пока не вернется? Я не знаю этого хадиса, но является хадис достоверный. Тот, кто вышел на пути знания, то Аллах облегчит ему путь в рай. Этот хадис находится в сборнике имам Муслима, хадис достоверный. Уважаемый шейх, мы осознали величие и превосходство религиозных знаний и устремились к его приобретению. Но в реальности мы столкнулись с множеством противоречий и расхождений, и можно увидеть то, что строилось в течение года, можно разрушить за одну ночь. И подрастающее поколение исламского общества развивается, будучи переполненное множеством расхождений и противоречий. Утром читают аят, гласящий об обязанности хиджаба, а под вечер уже находят то, что противоречит этому. Какова же наша оппозиция относительно всего этого? Это нечто иное, как испытание и экзамен. Особенно это выражается перед судным днем. Это наше время. Отчужденность от религии. Необходимо проявлять терпение. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что придет то время, когда терпеливый в своей религии будет подобен несущим горящие угли. Также сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ислам начался странным и вернется странным. Так туба, дерево в раю для странных. Когда же его спросили: а кто такие странные? Он сказал: это те, кто облагораживает и приводит в порядок то, что испортили люди. И в другом риваяте: это те, кто приводит в порядок посредством моей сунны то, что испортили люди. В хадисе, передаваемом от Абу Са'лябы, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: награда одного из них, как 50 ваших наград. Сподвижники спросили его: из нас или из них? Он сказал: из них. Причина этого – малочисленность помощников и сторонников, и множество сомнений и испытаний, множество путей заблуждения и призывающих к нему. И поэтому терпеливый в это время на знание и практику этого знания, его награда подобна 50 наградам сподвижников. Потому что в начале возникновения ислама они нашли сторонников, помощников, была сила, была мощь и противостояние противникам. А перед судным днем все наоборот. Множество врагов, заблудших призывающих, малочисленность помощников и сторонников, множество сомнений и испытаний. Поэтому столкновение между ложью и истиной перед судным днем очень сильное. Необходимо терпеть на изучение истины, а после жить в соответствии с ней и по мере возможностей призывать к одобряемому и запрещать порицаемое, чтобы претворить в жизнь эти знания. И здесь имеется в виду как основы, так и второстепенные положения ислама. И это все является причиной, великой наградой и множества благодеяний тому, кто терпел и надеялся на награду. И тот, кто учит знанию, его знание прибавляется. И тот же ответ противоречащим также расширяет, увеличивает знание и понимание религии, помогает устранить ошибку и сомнения и распространить среди людей истину. Следующий вопрос. Некоторые люди видят дозволенность работы женщины вместе с чужим мужчиной. Например, как работа в больнице. Доказательством они берут пример некоторых сподвижниц, которые участвовали в походах и заботились о раненых сподвижниках. Каково же истинное положение этого в исламе? Положение этого в исламе известно. Обязанностью является для женщины работать вместе с женщинами, а мужчинам работать вместе с мужчинами. Необходимо верующим мужчинам и женщинам опасаться запретного уединения, которое может привести их к разврату, распространению нечестия и совершению порицаемого.
Всевышний Аллах приказал верующим мужчине и женщине отдаляться от всех причин, ведущих ко злу. И нет сомнения в том, что запретное уединение – одна из причин, ведущих к распространению зла. Несомненно, то, что работа с женщинами, а мужчины с мужчинами – одна из причин, обеспечивающих сохранность и безопасность. Поэтому, как сказал Всевышний, «И ваше место пребывания в ваших домах, и не одевайтесь так, как вы одевались во времена джахилии». Это сказал Всевышний, потому что эти причины обеспечивают сохранность. Так же, как сказал Всевышний, «И скажи верующим мужчинам, чтобы они потупляли свои взоры и охраняли свои половые органы. Поистине Аллах сведущ в том, что они творят». Так же, как сказал Всевышний, «И скажи верующим женщинам, чтобы они потупляли свои взоры и охраняли свои половые органы». Также сказал Всевышний, «И если вы будете их спрашивать, то спрашивайте их через завесу. Это чище для ваших сердец и для их сердец». Для каждого пола свое место предназначения, и каждому необходимо усердствовать и приносить пользу на своем поприще. А что касается работы женщины во время походов, то их вынудила к этому необходимость по причине малочисленности мусульман на то время и сильная потребность в том, кто будет помогать в лечении больных и раненых, доставлять медикаменты и провизию. В подобных случаях, если к этому склоняет сильная нужда и используются все методы сохранности и обеспечения целомудренности, то подобные действия разрешены. Также, к примеру, если отсутствует врач-мужчина, специализирующийся в области определенного заболевания, то разрешается воспользоваться услугами врача-женщины, используя при этом все средства, обеспечивающие сохранность и отдаление от греха. ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعالجها الطبيبة فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على هؤلاء. И ни в коем случае не надлежит сопоставлять людей того времени с нынешним поколением, которые слабы в своей религии, слабы в богобоязненности и стеснительности. А то поколение описано лишь только похвальными качествами. Они обладали крепкой религией, богобоязненностью, были достойны доверия. Поэтому не сравнятся те и эти. Поэтому мы нуждаемся в высококвалифицированных врачах из числа мужчин и женщин. Врачи-мужчины лечат мужчин, врачи-женщины лечат женщин. Ну а во время острой необходимости существуют конкретные положения, связанные с этим. Обращается спрашивающий: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух». Религия ислам является одним целым, но мы видим, как в нашем университете и в иных местах, что она делится на разделы. Раздел по фикху, раздел по акиде, и можно увидеть человека, специализирующегося в науке трактования смысла священного Корана, совершенно некомпетентным в науке акида. Поясните нам сущность всего этого, да вознаградит вас Всевышний Аллах. Да, это известно. Также ученые прошлых столетий, у каждого из них была специализация в определенных науках. Например, тот, кто обладал знанием тафсира, он был ограничен в другом знании, знании шариатских положений, разногласий в определенных вопросах, знании о состоятельности доказательства и тому подобное. И, возможно, ученый по арабскому языку и грамматике не обладает тем уровнем знаний шариатских наук для того, чтобы преподавать. Для каждого знания свои обладатели, которые специализируются в нем. И это нисколько не вредит. Как и в прошлые времена, в знании хадисоведения определенные мужчины, в юриспруденции определенные мужчины, в знании истории определенные мужчины, языковедения определенные мужчины. И также человек приобретает знания от тех, кто специализируется в этих науках.
К примеру, получает знание по тафсиру от того, кому Аллах даровал это знание. Далее по хадису, и то, что связано с хадисом, и с его терминологией, цепочки передавания, следующий урок по усуль фикх, следующий урок по грамматике, арабскому языку и так далее. В этом нет проблемы, нет разногласий, никакой путаницы. Без разницы, преподаются все эти науки на одном факультете, в одном месте или разных местах. Часто в наши дни в исламском мире появляются так называемые ученые, которые пытаются подогнать ислам под действительность людей, но не действительность людей под ислам. Тем самым они изменяют смыслы текстов, занижая состоятельность достоверного доказательства и подвергают критике того, кто неукоснительно следует шариатским текстам. Какова позиция требующего знания относительно таковых ученых? Это не является новой тенденцией, но имеет место в прошлые столетия, даже во времена сподвижников. Об этом известил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что его умма разделится на 73 течения, и есть среди людей таковые, которые читают священный Коран, но он не проникает дальше их ключиц, и несмотря на их молитвы, посты, чтение священного Корана, они вылетают из ислама, подобно стрела вылетает из лука. يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية فليس هذا بمستنكر فقد وجد في عهد السلف في عهد الصحابة. И это не является удивительным. Также во время сподвижников были такие, которые искажали смысл священного Корана и трактовали его, передавая иной, ложный смысл. Это были такие секты, как хавариджи, потом шииты, которые возникли во времена правления Али, да будет доволен им Аллах, потом те, которые последовали за ними, такие как му'тазилиты, джахмиты, и в последующем иные течения и секты. И каждая секта думает, что они правы, и то, что они призывают к исламу. Но воистину это беда и наказание, и никто не спасся от этих сект, кроме тех, кто неукоснительно придерживается Корана и чистой пророческой сунны. Тот, кто обратился к Корану и Сунне, не искажая их смыслы, тот стал на пути сподвижников, да будет доволен им Аллах. Тот, кто придерживается явных слов Аллаха и Его посланника, следуя сподвижникам, не изменяя, не искажая, они есть спасшиеся, они есть приверженцы сунны общества. А что касается отменяющих, изменяющих, искажающих смыслы текстов, выходцы различных партий и течений, они являются из числа 72 течений, которые утонули в своем заблуждении. И спасется лишь только одна группа. Это те, которые были на том, на чем был пророк и его сподвижники, в словах, делах и вероубеждениях. Поэтому необходимо требующему знания старательно исследовать то, на чем были наши праведные предшественники этой уммы, и те, кто за ними последовал благом. Придерживаться явных смыслов Корана и Сунны, следовать тому, на что указывает нам Коран и Сунна в словах, делах и убеждениях. И необходимо оставить и отдалиться от всего того, что противоречит этому, из числа искажений искажающих, отрицаний отрицающих, чрезмерности фанатичных и халатности беспечных. Безразлично, кто бы это ни был, джахмит, му'тазилит, хаварич, мурджиит и тому подобное. Этих сект превеликое множество. И при этом необходимо постоянно и спрашивать Аллаха о помощи, прибегать к Аллаху и спрашивать твердость в истине и знание ее, чтобы не сбиться и не быть из числа погибших. Поэтому необходимо обращаться к Аллаху и спрашивать у Него наставления, особенно в момент принятия дуа. А после искать истину, придерживаться ее, следовать тому, кто был на истине, следовать за ними шаг за шагом. И это является путь спасения. Как сказал Всевышний, и первые опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, кто последовал за ними в благом, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Аллах приготовил для них райские сады, где внизу текут реки, и они навечно пребудут там, и это является великим успехом. И они являются спасшиеся, и они являются счастливые.
أن يكون بصيرا بأمر الله، بصيرا بحق الله، بصيرا بحق عباده، بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. سمو عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات، قرين للندى للخير بحر وحبر في العلوم النيرات، دليل في المتاهات الخوالي ونور في الليالي المظلمات، ضليق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات، أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأبواب عليها موصدات، وسدا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات، قطعت العمر في طلب وجد ونصح للرعية والرعاة، أراك شغلت في أمر عظيم وقد شغل الورى بالملهيات، وقد شغل الورى بالملهيات، الدنيا رجاء وعلق شيخنا بالباقيات، كأن الكون ساعة قيلة تبدل بالدروب الضيقات، عليك من الأسى والحزن ما لا يسطر بالحروف الناطقات، كأننا قبل موتك ما فجعنا ولم نذق الكؤوس الناقعات، كأن الناس ما عرفوا مصابا وما خبروا تصاريف الحياة، أرى سحب الكآبة والأسى في وجوههم غاديات رائحات، فيا الله كيف حواك قبر وكيف أحاط معسول الصفات، والله قد مات ابن باز منيب في الثرى بعد الوفاة، فما ماتت مآثره لدينا وأفضال علينا سابقات، سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة، سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة، لقد جل المصاب فمن نعزي، فكل الناس فيك ذو شكات، فكل الناس فيك ذو شكات.